радостью выдали, довольная, счастливая. В город поехала, в квартирах живет, все прекрасно. Оказывается, не все прекрасно, оказывается, он был наркоманом. Первое время начинает скрывать, чтобы никто не знал. Потом невозможно скрывать, невозможно, то есть терпеть. Рождается ребенок, опять этот наркомания не уходит. Это случаи, я просто имена не называю, случаи, которые я сам знаю. И все, потом разводятся, все. Почему так получилось? Развелись. Почему? Потому что, когда жених пришел, не посмотрели на его нрав, не посмотрели его богобоязненность, а посмотрели, у него квартира есть в Махачкале. И получили все наоборот. Поэтому надо смотреть. Богобоязненный человек, с добрым, хорошим нравом человек, выдавайте. Не смотрите, сейчас он уйдет, сейчас другой придет, и другой придет, и ждут. И обычно что получается? Девушки тоже там надеялись, что какой-то богатый придет, и в конец ей уже тоже там 27, 28, 30 лет исполнилось. Желающих на ней жениться тоже меньше стало. И потом за кого-нибудь хотя бы выйти, и вот так выходит, опять же, ни туда, ни сюда, короче говоря. Но эти случаи, конечно, редкие, но они встречаются. Поэтому мы поняли даже, молодым ребятам выбирать девушку по богобоязненности, девушкам выходить замуж тоже по богобоязненности. И польза от бракосочетания тоже, про них тоже пророк ﷺ сказал, самая большая польза заключения брака, это то, что у них будут, иншаллах, дети. Дети это те люди, да, скажем, когда мы умрем тоже, за нас будут делать дуа. Пророк ﷺ говорит, изаматал инсану инката ахаману. Когда умирает человек, его деяние прекращается илля мин саляс, кроме 3 вещей. Это садакатун джария, это постоянная садака, то есть построил человек дорогу, построил мост, построил мечеть, провел воду. Вот эти вот садака, постоянная садака. После его смерти тоже, если будут люди извлекать из этого пользу, столько времени будет ему его руха, его душе идти польза. Или же потом, он оставил после себя знание второе, которым люди пользуются. Книгу написал, обучил там 100 человек Корану, они других обучают. Сколько людей эти обучаются, читают Коран, этому человеку тоже есть польза после его смерти. И третья категория, о чем мы сегодня говорим, это валядун салихун яд'у лаху, это благочестивый, богобоязный ребенок, будь то сын или же девочка, или же дочь, который делает ему дуа. Вот результат нашего брака, первый результат. Второй результат для мужчин это то, что вот это хозяйство, кушать, пить, дома, все женщина делает. Ему такое облегчение получается. Польза ему в том, что, например, он один жил, пустой дом был, женился, жена появилась, уже как дома его кто-то ждет. Дети родились, шум, гам, какой баракат дома, понимаете, вот пустой дом и дом с женой, с полными детьми, разница огромная есть. Вот такие пользы получает человек. А если еще у него дочери родятся, Пророк ﷺ говорит, кто вырастет, воспитает, обеспечит 3 дочерей, Аллах ему гарантирует рай. Вот такие пользы есть от заключения браков. Поэтому бояться то, что я смогу ли содержать семью, растягивать из-за этого ни в коем случае не стоит. Для того, чтобы именно, вот сейчас у меня не получается, никакая работа не идет, ничего не идет, для того, чтобы наоборот успех в моей работе получился, что нам нужно делать? Вывод из того, что мы говорили, вовремя жениться. Как раз таки женитьба и будет причиной для того, чтобы мы могли найти работу, которой сможем обеспечивать свою семью, своих детей, иншаллах. Был один случай, когда одну девушку сватать пришел один молодой человек, и, приходя домой, отец у него спрашивает, у этого жениха, он говорит, я пришел, говорит, просить руки вашей дочери. Он первый вопрос задал, а что у тебя есть? И он говорит, у меня есть хорошая работа, я зарабатываю, говорит, более 100 тысяч рублей. У меня есть, говорит, 3-этажный дом и иномарка. Он говорит, все, говорит, никаких проблем, я выдаю свою дочку замуж. И он выдал свою дочь, через полгода дочь возвращается к отцу, говорит, о, отец, забери меня, говорит, этот человек, говорит, просто варвар, говорит, он издевается надо мной, я не могу, говорит, больше с ним жить, говорит. И когда он вернулся, имеется в виду, он забрал дочку, тот возвращается, ее муж, и к отцу говорит, верни, говорит, мою жену. Он говорит, не верну, говорит, у тебя, говорит, яхнамус нету, что ли, говорит. Он говорит, когда ты дочку выдавал, говорит, ты же у меня не спросил, говорит, яхнамус есть у тебя или нету. Ты у меня спросил, говорит, то, что у тебя есть. Я тебе сказал, говорит, что у меня есть. Если ты у меня спросил бы, говорит, есть у тебя яхнамус, я тебе сказал бы, говорит, нету у меня его.
А тебе нужны были, говорит, мое имущество, и ты выдал дочку, говорит, свою за мое имущество. Так что, говорит, верни мою жену, говорит, ко мне домой. Я, говорит, ее являюсь хозяином. Чтобы этого не было, мы в первую очередь должны, согласно этому, задавать вопрос. Кто он на самом деле? Есть у него яхнамус? Есть ли у него иман в сердце? И мы должны воспитывать, согласно этому, наших детей. Мы должны воспитывать наших дочерей, им говорить то, что они являются очагами в доме. Они должны тянуть мужчину домой. Он должен стремиться. В доме должна быть теплая атмосфера. Он должен приходить домой, мужчина, и дома отдыхать. Вот, чтобы не было скандалов, раздоров. А мужчины должны воспитывать своих детей, воспитывая им, объясняя, что он является с детства мужчиной. То, что он является кормильцем дома. Он является опорой для своей семьи. Если мы в этом духе будем воспитывать наших детей, иншаллах, у нас вырастет достойное потомство, и мы не будем стыдиться и сожалеть все, что происходит между ними. Иман, ислам и ihsan. Машаллах, машаллах. Иман, ислам и ихсан. حضرتك حضرتك انا محمد رادم سنسوي فوتو زوان Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Chinandan. Ya Allah, Allah maqamı banda babusa majlis. Wa majlis ban kabo quna ngutullu shubudunda wa dunyali wa akhirati tarbawu. Ya Allah. Ey insan tal martı telese dindan lukhulin kunkumanda ya Allah. Ya Allah iman İslam taqdanda. Hentiyetu iki çakildayatu murakhasbunu martı telese dindan İslam lukhulin kunkumanda ya Allah. Ya Allah wa dunyali İslam tul dineti din çaktulli sebedulli insan torungu. İnsan torun din çak lekhindulli insan torungu dunyali tali ahiretlu elzamulunda ya Allah. Hinno kumbassa barçallah vay buksavayından zokun tuldu şirrunda la kârbeli Zenebi tanda vacur şerebun meclis durlan. Fatiha.